Помню и требую. Под таким лозунгом ежегодно в Абхазии проводятся памятные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв геноцида армянского народа. В Сухуме памятные мероприятия начались с утра в школе номер 9 имени Аванеса Туманяна. Ученики подготовили программу, отразившую трагедию армянского народа. Традиционно в этот день миллионы армян и сочувствующих им представителей других народов в разных странах мира отдают дань памяти жертвам геноцида, унесшего жизни около 1,5 миллиона человек и около половины всех армян мира на этот период. Было спланировано и реализовано массовое убийство мирного армянского населения правительством младотурков. К сожалению, и сегодняшнее современное турецкое правительство не признает этот факт. Но мы помним и будем помнить всегда. И мы благодарны всем государствам, которые признают этот факт и поддерживают нас, и всем людям. Геноцид армян называют первым геноцидом XX века. Это физическое уничтожение христианского армянского населения Османской империи. Спасая свои жизни и жизни своих детей, многие армяне приехали в Абхазию. Их потомки сегодня вносят посильный вклад в развитие абхазского государства. Бойцы батальона имени Баграмяна в Отечественной войне народа Абхазии проявили мужество и отвагу. Многие из них сложили головы за независимость нашей страны. И сегодня абхазский народ вместе с армянским народом скорбит о тех страшных страницах ее истории. И наша задача никогда не забывать свою историю, чтить ее, нести ее. Основная наша задача, конечно же, сегодня нашим современникам, чтобы такие страницы, трагические страницы никогда не повторялись. Ни в истории армянского народа, ни в истории абхазского народа, ни в истории других народов. Я, конечно же, был очень тронут сегодняшним, то, что я увидел. Я видел, как многие плакали там. И хотел бы пожелать всем мира, добра, любви и процветания. Геноцид – это преступление, у которого нет срока давности. Эта трагедия не только унесла жизни невинных людей, но и оставила глубокий след в душах уцелевших, формируя их идентичность и стремление к справедливости. Армянская община в Абхазии для нас, она имеет огромный вес, она имеет особое отношение с нашей страной. 27 героев социалистического труда. Это говорит о том, что это этнос-труженик. Это люди, которые своими руками делают очень многое. 4 героя Советского Союза. Это во время Второй мировой войны, вы знаете. А в нашу войну 92-93 года с Грузией 18 героев армянской национальности. Из них 6 посмертно. Это тот капитал, который ваш народ и в целом наш народ несет в этой жизни. Это надо ценить, это надо знать, это надо уважать. Сама дата 24 апреля выбрана в качестве Дня памяти в связи с тем, что в этот день была уничтожена вся элита армянской общины Константинополя, столицы Османской империи. В этот день, в 1915 году, по приказу правящей в Турции партии «Единение и прогресс» были арестованы все виды представителей армянской интеллигенции – учителя, врачи, ученые, писатели и журналисты, священники и даже депутаты парламента Турции. Арестованных без суда и следствия отправляли в пустыню. Часть депортированных была убита в пути, другие – по прибытию в места назначения. В целом в событиях того периода погибло около 1,5 миллиона армян, причем гонениям и пыткам подвергались все без разбора. Это женщины, дети, старики, мужчины. И поэтому у армян всего мира 1915 год ассоциируется со скорбью, с трагедией. Завершилось мероприятие траурным шествием к морю. Его участники опустили в воду цветы в память о жертвах геноцида. По всей стране прошли мероприятия, посвященные этой скорбной дате. Кунда-шоу Алексея Гухава. Абхазское телевидение.